Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Якутия всегда была землей сильных, добрых и неравнодушных людей. На этих выходных мы отметили День социального работника. Своим этот день считают не только те, кто официально работает в соцучреждениях, но и волонтеры, и сиделки, и, конечно, служащие Министерства социальной защиты. О работе социальной службы сегодня и поговорим с моей гостьей, министром труда и социального развития нашей республики Еленой Волковой. Добрый вечер, Александровна. Здравствуйте. Ну, прежде я вас поздравляю, во-первых, с Спасибо праздником большое. профессиональным прошедшим. Вот. Ну и начну, с вашего позволения, не с этого, поскольку вы у меня первый гость, кто прямо только что с пленарного заседания Илтумена пришел, поэтому не могу не спросить про впечатление, про то, какие моменты вы бы отметили главное, наверное, было это отчет главы все-таки. Безусловно. Перед парламентом, перед органами исполнительной власти. Вот что вам особенно? Конечно, в рамках сегодняшнего пленарного заседания Государственного собрания центральная тема это был отчет главы республики. Арсений Сергеевич сделал большой доклад по итогам деятельности органов исполнительной власти за 2024 год. Ну и, конечно, как социальное министерство, я большое ввнимание обратила на тезисы о том, какие итоги сегодня есть за 2024 год по нашей сфере. Мы курируем вопросы рождаемости, вопросы уровня жизни и многие другие. И как раз Арсений Сергеевич остановился на этих вопросах. Он подчеркнул еще раз, что в республике государственная политика, социальная политика как раз направлена на поддержку народонаселения с точки зрения поддержки семей с детьми, при рождении детей, и эта политика будет продолжаться. Я хочу отметить, что благодаря поддержке главы, благодаря его инициативам в последние годы в системе мер поддержки появились новые меры, которые направлены на расширение тех возможностей, которые мы сегодня даем для семей при рождении детей. Конечно, это и республиканский материнский капитал, это и вопросы, связанные с, так скажем, правом семей многодетных на земельные участки, введены новые меры, альтернативные меры поддержки и многие-многие другие. Были введены меры поддержки молодых семей. Ну и, конечно, наверное, так скажем, одним из важнейших решений было в прошлом году. Указом главы был принят комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Это дополнительные меры и для наших ребятишек, и по питанию, и по проезду, и с точки зрения поддержки расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги. Раньше у нас такой меры поддержки в таком виде не было. Это 30% скидка на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому, это конечно, скидка или субсидия? Это 30% скидка на жилищно-коммунальные услуги, на одно жилое помещение для многодетных семей. Причем эта мера поддержки предоставляется без учета критериев нуждаемости. То есть любой многодетный? Да, абсолютно верно. Многодетные семьи, в данном случае это семьи с 3 и более детьми, возраст старшего ребенка, если это 3 ребенка, до 23 лет включительно, соответственно, имеют право на вот такую очень серьезную меру поддержки. А что для этого нужно? Эту меру предоставляет агентство субсидий. Это организация подведомственная Министерству жилищно-коммунального хозяйства. Агентство субсидий представлено во всех районах республики, и нужно подать заявление. Можно это сделать через портал государственных услуг. То есть просто заявление, нужно подать заявление. Ну вот это важное очень. Причем, знаете, вот у нас настолько и государство в целом, социально направлено, демографически направлено, что этим даже и мошенники пользуются. То есть разные сообщения о том, что вот там каждому пенсионеру выплата,
там, так далее. И вот недавно, вот буквально недавно, Вчера вот ходила как раз во всех сетях сообщения об изменениях законодательства, но такие, так скажем, информационные вбросы бывают зачастую, и они, конечно, путают наших людей старшего поколения. Давайте еще расскажем, где официально Нужно должна быть вся информация. Да, искать источники информации, конечно, нужно на официальных сайтах. В частности, если это касается пенсионного обеспечения, это сайты социального фонда, это их сети, которые также очень значит, активно ведутся. Вот. Ну и что касается региональных мер поддержки, это, конечно, на официальном сайте нашего министерства, в социальных сетях, где мы активно ведем информационную работу. Надо зайти, опять же, например, ВКонтакте. Этот информационный ресурс наиболее наполненный сейчас, поэтому вся информация там размещается, нужно В официальных обращаться. пабликах. Однозначно, да. И вот буквально сегодня тоже услышала, что многодетным сколько-то дней к отпуску добавляется. Правда это? Ну, у нас, в принципе, есть отдельные гарантии по Трудовому кодексу для многодетных семей. Это с точки зрения, значит, выбора, да, именно времени, когда многодетный родитель может воспользоваться, да, и так далее. Есть определенные гарантии, их надо тоже, конечно же, знать, изучать. Вот. Мы также отдельно делали информационные релизы с тем, чтобы людей информировать, ну и продолжаем вот эту деятельность. Ну, хорошо, давайте к теме ближе. Вот День социального работника. Кто вообще социальный работник? Есть такой вот какой-то обобщенный портрет? Я так понимаю, вот при слове «социальный работник» представляется женщина средних лет. Вот. Ну, вы, в общем-то, попали в точку, потому что как раз, если посмотреть, так скажем, условный портрет, да, наших работников в нашей социальной сфере, у нас вообще, в принципе, если вот о численности, сколько работает, у нас 4 ведомства, кроме Министерства труда и подведомственных организаций, это сотрудники социального фонда, это сотрудники медико-социальной экспертизы и, конечно, службы занятости. Второй год у нас работает Государственный фонд «Защитники Отечества». Вот эта вся большая команда социальных работников, мы ее так называем, конечно, это команда многопрофильная. На самом деле специалистов разных направлений очень много. Это не только социальные работники, которые оказывают свою помощь на дому тем, кто нуждается, но это и врачи, медицинский персонал, медицинские сестры, это педагоги, это психологи, сотрудники, значит, реабилитологи, инструктора по труду, адаптивной физической культуре спорта, техническим средствам реабилитации. Это воспитатели, и повара, и многие другие специалисты, которые ежедневно, еженочно оказывают свою помощь тем, кому она сегодня необходима. И если говорить по структуре наших сотрудников, да, 82% это женщины. Это женщины, поэтому мужчин у нас не так много. Мы, конечно, вы их цените, наверное? Мы очень ценим, да, и, конечно, очень приветствуем, если у нас появляются сотрудники, мужчины, потому что это тоже очень важно. У нас очень много функции — это воспитатели, это педагоги, и наших детских учреждений очень важно, если у нас будут работать и мужчины тоже. Вот. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или можно отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну, кстати, вот про мужчин, у вас же очень много мероприятий у самого министерства, и я вспомнила про конкурс отцов, который тоже, это же министерство Да, мы организовывало. у нас конкурс отцов есть очень замечательный, традиционный, и вот в этом году 25-й раз мы его провели, это «Кюряга для отцов и детей», конкурс. И также, кроме этого, уже 3-й год в этом году будет также для отцов еще один региональный конкурс вместе с папой.
Вот. И, конечно, в этой части мы большое внимание уделяем повышению роли отцов с точки зрения их воспитания детей, с точки зрения их роли в семье. Мужчина — это глава семьи. Мы должны это в обязательном порядке подчеркивать. И наши папы, к нашей большой радости, очень активно участвуют в этих соревнованиях. Да, замечательный конкурс, очень зрелищный, очень такое ну, интересное мероприятие. А какие мероприятия, какие события, как вы отметили свой профессиональный праздник? Конечно, вообще, в принципе, все наши организации по всей республике проводят свои мероприятия. Они в первую очередь направлены на подводятся итоги, чествуются сотрудники, отмечается их вклад, значит, их результаты. Мы вспоминаем, конечно, своих ветеранов. В городе, значит, непосредственно министерством, мы традиционно проводим коллегию перед преддверием нашего Дня социального работника. В этом году также в рамках коллегии основной темой была именно реализация кадровой программы, я ее так называю. Мы приняли ряд документов, которые направлены в свое время еще в 2023 году, которые направлены именно на повышение и на развитие кадрового потенциала в нашей системе. Потому что это очень важное направление, потому что только благодаря человеку, да, его профессиональному подходу можно организовать качественные услуги и с тем, чтобы наши получатели социальных услуг были удовлетворены и, соответственно, получили необходимую помощь. Вот. Поэтому мы в этом году также рассматривали вопросы наставничества, адаптации молодых сотрудников в работе социальных служб и вопросы повышения квалификации. Мы этому уделяем очень большое внимание. Буквально за последние 3 года увеличили долю обучающихся на 10%. Это треть от всего работающих в нашей системе. Это какая-то профессиональная переподготовка? Это и обучение на курсах различных, это переподготовка, это повышение квалификации. И в нашей системе осуществляет свою деятельность ресурсный центр социальной защиты «Победа». Мы намеренно создавали такой центр для того, чтобы он, централизованно реализовал функции именно по профессиональному развитию нашего кадрового потенциала в нашей системе. Ну вот, кстати, если человек, вот мы говорим о престиже, о повышении, значит, престижа работы социальной службы, о том, что о кадровом потенциале, о том, чтобы мужчины к вам шли, да, вот вообще какие требования предъявляются к работнику социальной службы? Какое должно быть образование? Какие-то, или в первую очередь важны, как то, что сейчас называют словом soft skills, да, мягкие навыки? Вы знаете, есть уже в законодательстве достаточно по многим специальностям нашим профессиональные стандарты. И в профессиональных стандартах прописано, если это социальный работник, то каким должен быть этот социальный работник. Если это помощник по уходу, каким он должен быть. Да? Если это специалист, социальный педагог, тоже требования прописаны и к образованию, и, соответственно, к тем умениям и знаниям, которыми он должен обладать. К слову сказать, наш ресурсный центр «Победа», о котором я сказала, внедрили независимую систему оценки квалификации. Это добровольная история, но это еще раз показывает тот факт, что мы сегодня имеем систему оценки, инструментарий, и это проводится для повышения общего уровня профессионального. Вот. И также большое внимание уделяем в этой части региональному и федеральному конкурсу профессионального мастерства. Вот. Эта работа у нас проходит такая, плановая. Мы
ставим задачи с тем, чтобы каждое наше учреждение принимали участие в региональном этапе федерального конкурса. И в этом году вот 47 работ мы посмотрели, есть 9 победителей, они представят нашу республику на федеральном конкурсе. Это какие-то проекты, да? Это проекты, это новые технологии, которые внедряют наши социальные службы на местах. И есть различные номинации, начиная от... Есть такая номинация «Открытие года». То есть мы выявляем молодых специалистов, тех, кто серьезно занялся, да, на своем месте рабочем и что-то внедряет, чему-то учится, что-то продвигает. К слову сказать, на федеральном конкурсе за последние 3 года у нас 4 победителя всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Один из них — это лучшая практика социального контракта. Это наш специалист в Мегино-Кангаласском районе. 2 наших представителя в сфере поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и по профилактике социального сиротства. И вот один из представителей уже даже не государственного сектора, по работе с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. То есть и у вас же какая-то еще своя прям кадровая программа есть? Да, совершенно верно. Как раз я о ней сказала. Кадровая программа, которая направлена как на повышение профессиональных компетенций, так и на совершенствование системы мотивации. С тем, чтобы люди приходили, закреплялись и развивались. А как у вас, кстати, в отрасли вот с текучкой происходит? К сожалению, этот показатель достаточно высокий. Мы его мониторим, и мы с ним тоже работаем. Более 20% мы фиксируем на сегодня текучесть кадров, и это нас тоже волнует. Поэтому сейчас усиляем свои меры с точки зрения привлечения и молодых специалистов. Вот молодые специалисты должны чувствовать значимость этой работы, вовлеченность. В прошлом году провели слет молодых специалистов молодежный, в этом году также будет. Поэтому вот занимаемся этими направлениями очень серьезно. Ну и преемственность поколения некая должна быть. Да? Не так давно старейшая сотрудница социальной службы в Алданском районе Людмила Веретельникова отправилась на заслуженный отдых. И у нас есть по этому поводу сюжет. На грядках и в теплице работы сейчас с каждым днем становится больше. И с утра жительница Томота Людмила Веретельникова окунулась в садово-огородные хлопоты. Однако телефонный звонок прервал планы хозяйки. Коллеги предупредили о скором визите. Социальные работники отделения помощи на дому районного управления соцзащиты пришли поздравить Людмилу Петровну с профессиональным праздником. Она стояла у истоков социальной службы. И, конечно, за долгие годы прошло много людей, скажем так, через ее руки, с разными судьбами, с разными жизненными ситуациями. Социальной работе Людмила Петровна отдала 35 лет. В отделение помощи на дому в 90-м году она перешла из ремонтно-строительного управления. Помощь нуждающимся землякам захватила женщину полностью. Своих первых подопечных она помнит до сих пор. Один раз, я помню, к бабушке приехал внук из мест отдаленных. И он мне уговаривает: подстриги меня шею трапецией. А я прям боялась к нему даже подойти. Но он уговаривал меня. Я потом осмелилась и сделала это, как он просил. И он мне дал 2 банки тушенки. На заслуженный отдых Людмила Петровна вышла совсем недавно. Она поддерживает контакт с Надеждой Бубновой, которая стала ее преемницей, и продолжает общаться с подопечными из своей группы. Они переживали очень, когда я ухожу, потому что мы привыкли, длительное время уже общались. И сейчас вот они довольны, что у них хорошие соцработники. Я рада тоже за них. Когда я шла на эту работу, я вообще думала, не справлюсь. Потому что люди, которые идут на такую работу, должны быть очень терпеливыми, выносливыми, сильными физически. Социальные работники меня поймут, что это значит. Но каждый раз, когда я работала, я осознавала, что мне очень нравится работать с людьми.
Поздравив коллегу, социальные работники отправились к своим подопечным. В группе «Надежды» 13 мужчин и женщин. Сегодня девушка запланировала посещение 5 человек. Кому-то нужно купить продукты, где-то навести порядок. Также следует оплатить счета и приобрести лекарства. Социальный работник на дому – это универсальный человек, который должен сделать и физическую работу, и морально поддержать, и документами уметь заниматься, потому что приходится часто заниматься документацией. В отделение помощи на дому районного управления соцзащиты мама 3 детей Надежда Бубнова пришла 5 месяцев назад, отдав 1,5 десятка лет железной дороге. С гражданами, которые находятся у нее на обслуживании, поладила сразу. Подопечные же ценят в помощнице в первую очередь отзывчивость, обязательность и аккуратность. Не, она молодчинка у меня. Первое лекарство, конечно, она привозит. Второе магазины. Ну и так вот, где пыль стереть, где душевно поговорить, и то хорошо. В отделении обслуживания на дому районного управления соцзащиты населения трудятся 20 социальных работников. 6 специалистов обслуживают жителей Тамота. Основными профессиональными качествами сотрудниц их подопечные называют доброту, умение сопереживать и стремление дарить заботу и тепло окружающим. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, город Тамот. Вот такие должны быть требования профессиональные. И вы знаете, мы как раз-таки тоже проводим свои и опросы, да, с точки зрения, есть же понятие не только внешний клиент, но и внутренний клиент. И люди должны чувствовать достаточно такие нормальные условия на своем рабочем месте. И что нас очень порадовало, во-первых, люди наши отмечает самое в качестве базового фундаментальной ценности — это любовь к профессии. Вот это первое. А по опросам 92% из сотрудников, как раз вот показали сейчас управление социальной защиты, гордятся своей работой. Потому что это очень важно, когда работа приносит моральное удовлетворение, да? Когда ты видишь, что ты нужен людям, что ты конкретно людям помогаешь. Да. То есть не абстрактные бумажки в офисе перебираешь или что-то с какими-то цифрами, а с конкретными живыми людьми, которые тебе благодарны. И вот за эту благодарность в моменте, наверное, и чувство вот удовлетворения от того, что ты делаешь что-то важное людям. Вот это вот ценность. Что-то очень такая важное, нужное, нужная. и ты нужен людям, и ты несешь вот эту помощь и свою внутреннее, да, вот как мы говорим, это обязательно человек, наш сотрудник, это, конечно, милосердие. То есть для него это характерно, да. И недаром говорят, что это все-таки призвание больше призвания. Но, тем не менее, это профессиональная деятельность, Вот, которая кстати, имеет свои, да, как мы говорили, профессиональные стандарты. Тема у нас вопрос от зрителя в Телеграме. Выпускник КСФУ, магистратура по направлению социальная работа. Где я могу себя найти в профессиональном плане? Пожалуйста, чтобы- подходите, можно подойти в министерство, мы побеседуем, и обязательно мы, если есть желание работать в нашей сфере, будем что-то предлагать. Потому что сегодня кадровый вопрос, очень острый вопрос, не только для нашей сферы, а в целом, да, и для страны в целом. Поэтому, конечно, нам нужны подготовленные специалисты. Ну, то есть вакансия найдется. Приходите, и мы обязательно посмотрим и что-то предложим. Недавно Это же специализированное направление социальной работы. Нам нужны такие люди с таким специализированным образованием. Но это такая динамично развивающаяся отрасль вообще, социальная защита, да? Какие приоритеты сейчас стоят, как они меняются? Ну, если говорить... Если они вообще меняются. Конечно же, внешняя среда меняется. И общеполитические, и значит, экономические, и многие факторы влияют. И понятно, что меняется и потребитель, и структура услуг. Сегодня мы достаточно динамично меняемся под запрос. Ну, борьба с бедностью у нас Борьба с на бедностью. первом месте. Две основные ключевые стратегические задачи — это народонаселение и борьба с бедностью. И, соответственно, значит,
разработка и внедрение тех механизмов, которые Позволят эти задачи. позволят эти задачи решить. Но мы уже сегодня говорили по поводу поддержки семей с детьми и рождаемости, о том, что в республике поддерживается это направление в первую очередь главой республики. Ну и, конечно, с этой точки зрения нельзя не сказать о старшем поколении. Очень большое внимание сейчас также направлено и на поддержку активного долголетия. То есть кроме того, что мы должны долго жить, мы должны быть активными. Мы должны чувствовать свою пользу, опять же, востребованность, несмотря на то, что значит, выходим на пенсию и, собственно говоря, значит, теряем, наверное, какой-то круг, может быть, общения и так далее. И вот как раз вот это большое, нужное, востребованное направление, мы тоже его продвигаем. С точки зрения борьбы с бедностью у нас реализуется указ главы сентября 2023 года. Разработана целая программа проектов. 17 проектов сейчас реализуются, которые непосредственно направлены на достижение поставленной задачи. Но это не означает, что 17 проектов — это исключительно Этим исчерпывается. исчерпывающий перечень. Нет, конечно. Вся работа правительства направлена на достижение поставленной задачи разными методами, да, начиная с экономики в первую очередь, это создание рабочих мест, это занятость, содействие занятости различными методами, включая и трудоспособное население, и людей с инвалидностью. Вот ряд проектов на сегодня оформленных, они включены вот эти 17, число 17 проектов, ну и вся остальная деятельность, конечно, тоже. Вот. И вот если один из проектов, остановлюсь, это система долговременного ухода, он пока, значит, этот проект пилотный, мы его реализуем в 4 районах республики. Внедряется совершенно новая, так можно сказать, подотрасль нашей сферы. Это помощники по уходу для людей, которые требуют постоянного, постороннего ухода, но мы это делаем на дому. Кстати, тоже есть профессиональный стандарт и требования к обучению. И помощников по уходу мы буквально за 1,5 года организовали порядка 150 новых рабочих мест. Это, с одной стороны, социальный проект, который помогает людям, во-первых, получить вот эту квалифицированную профессиональную помощь на дому, но и, с другой стороны, это поддержка родственного ухода. Одна из целей — поддержать родных, тех, кто занят уходом, с тем, чтобы им дать возможность реализовать свой трудовой потенциал. Ну и плюс освободить да, значит, их время для того, чтобы они тоже могли работать. Ну и плюс непосредственно создание новых рабочих мест с нуля. Вы сказали, это пилотный проект, то есть это вообще в стране первый? В стране, значит, в целом по стране реализуется этот пилотный проект. Мы в него вошли, и по поручению президента страны до 30 года он должен серьезно расшириться, поэтому мы ожидаем, конечно, расширения объемов и, соответственно, расширения уже на территории республики. А как вообще с федеральными структурами взаимодействует министерство? Мы очень плотно, тесно взаимодействуем с нашим главным министерством, это Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, с его департаментами, отделами. Конечно, в первую очередь это инвестиционная программа, так можно условно назвать, в рамках федеральной программы соцподдержка граждан, в рамках которой мы на сегодня ведем строительство домов-интернатов. Вот. Значит, мы говорили, да, о том, что за эти годы введены объекты очень комфортные, удобные, нового типа. В районах в том в районах республики. В этом году мы должны ввести, значит, осенью этого года в Мегино-Кангаласском районе тоже, значит, по новому типу уже дом-интернат. В Намцах осуществляется уже свою деятельность 2-й год социально-геронтологический центр. Начали в этом году строительство, пристрой в республиканском доме-интернате на 200 мест, это в городе Якутске. Появилась программа по капитальным ремонтам. В Нюрбе сейчас большой ремонт делаем. Ну, в итоге ожидаем, конечно, создания более таких комфортных условий для проживания
нашего старшего поколения, которое требует постоянной посторонней помощи. Ну и плюс еще какая-то часть решается за счет вот этого пилотного проекта. Да, который однозначно. разработан Поэтому нам. мы, как министерство, нацелены на участие абсолютно во всех программах и проектах, и мы участвуем абсолютно во всех. И могу сказать, не побоюсь, являемся, наверное, ну, там, в десятке регионов, которые, так скажем, привлекают федеральные средства в наибольшем размере. Ну вот то, что строятся государственные интернаты, это, конечно, очень здорово, но тем не менее там есть история про частные пансионаты. Но я хочу вспомнить эту печально известную историю с композитором Валерием Шадрин, который был обнаружен в пансионате, который, ну, в ненадлежащих Не условиях. отвечает, конечно, требованиям. Да. Но это частное заведение, но тем не менее, вот, ну, что там? Знаете, я, наверное, начну с того, что о законодательстве. К сожалению, у нас в федеральном законодательстве пока отсутствуют требования и вообще понятие лицензирования вот этой деятельности, социальное обслуживание. Проект ходит несколько лет, и вот мы в этом году все-таки ожидаем его принятия. Это позволит что? Значит, усилить систему контроля над каждым субъектом, над каждой организацией, которая приняла решение для себя организовать, значит, некую деятельность. Вот. На сегодня есть механизмы, так называемый реестр поставщиков социальных услуг. Это также в соответствии с федеральным законом, который мы ведем. И частная организация, если желает того, добровольно, значит, подает заявление, и мы проверяем ее. А если не желает, то не подает, если не желает, и то вы не узнаете даже, что она есть. И поэтому плановые проверки. есть, да, такие случаи, и мы, конечно, занимаемся выявлением. Мы взаимодействуем с Министерством внутренних дел, мы обращаемся в районы республики, опять же, сигналы, да, и общественность сигнализирует. Это тоже все используется для того, чтобы выйти и, в общем-то, значит, посмотреть, в каких условиях находятся люди. Но, к сожалению, часть вот таких организаций, на мой взгляд, осуществляет, ну, такую полулегальную деятельность. Но и поскольку нет лицензии, отозвать ее невозможно. Невозможно, и, соответственно, мы совместно с органами прокуратуры выезжаем на место, и в ходе, так скажем, мониторинга уже принимаются меры, и коллеги из правоохранительных органов тоже, значит, свои меры принимают. В случае, если, значит, деятельность не отвечает требованиям, во-первых, безопасности, это безопасность, пожарный надзор, это и санитарно-эпидемиологическое благополучие, ну и, конечно же, это во взаимодействии с конкретным человеком. Ведь услуга должна предоставляться правильно, то есть должны быть договорные отношения, должна быть правильно взиматься плата за вот эти вот услуги. Но, к сожалению, как практика показывает, есть у нас организации, которые, так сказать, не в полной мере обеспечивают правильность вот этих всех процедур. Вот. В отношении данного случая мы полностью всех, кто проживал, определили по учреждениям социального обслуживания и в государственный, и, кстати, в негосударственный сектор. Есть у нас пансионаты, которые состоят в реестре поставщиков социальных услуг, они подконтрольные, они выполняют все необходимые требования. Вот. И, в общем-то, на сегодня все жизнеустроены уже люди. То есть не только этого человека, но всех, кто там находился. Да. Вот тут вопрос от зрителей в тему, да, кто должен проводить проверки. Как правило, выясняются такие случаи, когда уже все плачевно. Как отличить хороший пансионат от неблагонадежного? Ну, на самом деле, конечно, когда резонансные случаи, вот в данном случае, да, в обществе складывается впечатление, что в данном случае выявлено это уже по факту. Но если говорить про эту организацию, то мы уже закрывали
одно отделение, один, видимо, филиал. Буквально в начале этого года были приняты меры, и, собственно говоря, как выяснилось, есть еще один филиал. Да. Поэтому работа, она идет плановая. Да. И если есть информация, то мы обращаемся, значит, к неравнодушным людям, просим дать сигнал в управление социальной защиты на местах. В каждом районе есть, в министерство наше. Мы доступны, открыты. У нас полностью, значит, есть обратная связь в телеграм-канале, опять же, в контактах, где можно подать очень легко сообщение. Вот. Но давайте, чтобы не заканчивать на такой ноте, у нас уже время подходит к концу, да, давайте про роль волонтерства и общественных организаций в социальной сфере. Вот не знаю, что у вас недавно вообще пресс-тур был даже. Ну вот как раз об этом в продолжении можно сказать, что мы для того, чтобы, значит, как раз-таки быть открытыми, да, взаимодействовать с общественниками, да, мы различные мероприятия проводим. Сегодня буквально проходил День открытых дверей по всей республике. То есть наше учреждение такие мероприятия делает самостоятельно в течение года. Но сегодня это единый день открытых дверей, значит, когда мы, вся социальная служба, значит, рассказываем о нашей работе, о том, каких результатов мы добились. И, в общем-то, мы призываем общественность, неравнодушных людей, кто хочет нам помогать, с нами идти рука об руку. Вот, потому что ведь важно иметь не просто, допустим, ну, в данном случае привлекать каких-то, знаете, благотворителей, спонсоров и так далее, а просто друзей, которые придут и станут, возможно, наставниками нашим детям, которые у нас проживают в социальных учреждениях. А может, они станут друзьями нашим людям старшего поколения, людям с инвалидностью, которые у нас, ну, так скажем, всю свою жизнь проводят на одной койке. Конечно, наш персонал не просто ухаживает за такими людьми, да, мы стараемся, и чтобы эти люди, конечно, посещали какие-то мероприятия, да, и так далее. Но таким людям еще и нужны друзья. Поэтому для этого мы открываем свои двери, так скажем, условно сказать, значит, День открытых дверей. И, конечно, призываем всех тех, кто хочет помогать и внести свою лепту. Приходите. Ну вот ключевое слово, вы, как сказали, самое главное требование — это милосердие. Да? Наверное, это вот действительно ключевое слово и характеристика социального работника — это милосердие. Я вам желаю, поздравляю еще раз с праздником, желаю успехов в вашей работе. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.